Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 144. Жизнеописание 31. Уйгур Дарима, академик, судья, защитник народа и гроза коррупции Монгольской империи Юань. Дарима – уйгур из Турфана Гаачана. Его дед Саджис был наставником князя Лио, сына Талуя. Император Хубилай Ши-Цзу хвалил его добродетельность. Он следовал за Хубилаем в карательном походе против Литана и за заслуги был назначен Дадуду главный военачальник Шаньдунского Синшена секретариата. Дарима в возрасте 20 лет поступил в императорскую гвардию Сувэй. В 11-й год эры Дады 1307 год он был назначен Даругачи придворной медицинской службы Юя-Юань. Затем переведен в мусульманскую медицинскую службу Хуэй-Яо-Юань. Вскоре после этого был назначен на должность цани помощника в управе инспекторов Цзэзихэйши провинций Хубэй и Шаннань. Затем был призван ко двору и назначен Цзянчи Юйши, цензор-инспектор. В то время первый министр Темудер своевольно сосредоточил власть в своих руках и был жестоким и коррумпированным. Дарима возглавил своих коллег Илинч Женяйма Цезучина, и они обвинили его в преступлениях. Монах из Гаачана, пользуясь покровительством первого министра, незаконно взял в жены женщину из Нанчена. Дарима провел его допрос, действуя решительно, и, невзирая на последствия, уволил его. Это значительно улучшило общественную мораль. Он был повышен до фуши заместитель начальника инспекционной управы округа Хэдун. В Сичжоу деревенские жители во время праздника, будучи пьяными, избили до смерти некоего Яо Цзя. Зачинщик, воспользовавшись суматохой, скрылся. Власти арестовали остальных участников и посадили в тюрьму. Дело годами не решалось. Дарима сказал: убийца скрылся, жив он или мертв, неизвестно. Неужели эти люди, лишь по ошибке причастные к делу и невиновные, должны быть в кандалах? И отпустил их всех. В первый год эры Чжиджи 1321 год Темудер снова стал первым министром и занялся местью. Дарима подал в отставку и ушел. На следующий год его перевели на должность фуши заместитель начальника инспекционной управы округа Иннань. Даругачи Кайчжоу по имени Шибу Хуадай весьма прославился своими административными заслугами. Его коллеги завидовали ему и подстрекали народ обвинить его в том, что он пил вино с женой некоего Юйши. Дарима, расследовав, выяснил, что жена Юйши была 80-летней старухой, и Шибу Хуадай на самом деле не пил с ней вино. Тогда он приговорил к наказанию уже доносчика, а Шибу Хуадай был восстановлен в должности. В уезде Синтан житель рубил тутовое дерево у дороги. Случайно некий человек попросил у него топор, чтобы обточить свою палку. Ночью этот человек с палкой ограбил людей. Тогда вместе с грабителем в тюрьму посадили и хозяина топора. Дарима, установив, что тот ничего не знал о преступных намерениях, немедленно отпустил его. В Шэньчжоу пожилая простолюдинка в гневе избила свою невестку до смерти. Невестка в тот момент держала на руках своего сына, и ребенок тоже погиб. Бабке было 70 лет. Коллеги предлагали освободить ее от наказания, но Дарима был против и сказал: по закону, преступникам в 70 лет наказание отменяется, потому что их силы уже истощены, и они по старости не могут нести наказание. Но раз эта старуха смогла убить 2 человек, то о каком истощении и старости может идти речь? В конце концов она умерла в тюрьме. В первый год эры Чжиджи 1321 год он был назначен Цзонгуань управляющим региона Цзинин. Он развивал школы, поощрял земледелие. Все пришедшее в упадок было восстановлено. В управлении не стало застоявшихся дел. В уезде Цзиян пастушок использовал железную цепь для охоты за птицами и случайно убил своего товарища по пастбищу. Он несколько лет провел в тюрьме. Дарима сказал: малолетний ребенок случайно убил товарища пастуха. У него на самом деле не было умысла убивать, поэтому трудно его осудить. Оштрафовал его семью на медную монету и отпустил. В первый год эры Тайдин 1324 год он был повышен до линьфанши, начальник инспекционной управы провинции Фуцзянь. Двор направил евнуха Баяне поторопить с поставками вышитой парчи, а тот присваивал народное имущество. Судья Сюаньчжин Юаня Верховного религиозного управления Шулин также брал взятки у богатых монахов. Дарима обвинил их обоих. Он был переведен линьфанши, начальник инспекционной управы провинции Чжиси. Как раз тогда Туктемур выступил из Цзянлина, к нему прибыл Аргатун с императорским указом. Он выпрашивал взятку у Даримы и, не сумев получить, вернувшись, оклеветал его перед двором.
Дариму вызвали в столицу, чтобы наложить тяжелое наказание. Когда он прибыл, гнев императора уже утих, и его перевели на должность Тунчжи, заместитель начальника гарнизона Шанду. В 8-м месяце второго года эры Тиньли 1329 год Мин Цзун скончался, и Тук Темур Вэнь Цзун вступил на престол. Ганцы сновали туда-сюда. Дарима прилагал все силы днем и ночью, и никакие дела не упускались. Император пожаловал ему золотую мантию в знак одобрения. В 3-й год эры Тиньли 1330 год он был переведен на должность Линьфанши, начальник инспекционной управы региона Хуайдун. На следующий год его вызвали ко двору и назначили Шаншу, начальник Министерства наказаний. По императорскому указу, когда новый император вступает на престол, обязательно жалуют золотом и шелками князьям, зятьям Муфу, женам князей, а также чиновникам и офицерам гвардии. Дарима сказал, все должно быть распределено в соответствии с их именами и статусу, без дополнительных денег. Государственные расходы были значительно сокращены, и император наградил его золотым поясом, чтобы отметить его способности. В 1-й год эры Юаньтун 1333 год он был повышен до Чанчжин, заместителя министра провинции Ляоян. Посол Корей, следуя на аудиенцию в столицу, по пути проезжал Ляоян и нанес визит чиновникам провинции. Преподнес каждому по 4 куска ткани и по одному письму, запечатанным печатью провинции Чжиньдун. Дарима спросил посла: государство использует печати для скрепления официальных документов и предотвращения подделок. Зачем вы запечатываете с печатью частные письма? Тем более, когда вы выехали из вашего государства. Я еще был в столице и не был чиновником провинции Ляоян. Откуда тогда у вас появилось письмо для меня? Почему ваш государь и министры поступают столь обманным образом? Посол не нашелся, что ответить. Дарима вернул ему письмо и ткани. В 3-й год эры Юаньтун 1335 год он был переведен на должность Линьфанши, начальник инспекционной управы провинции Шаньдун. В то время в Шаньдуне поднялись разбойники. Чэнь Малю и Синь Либайчжоу убивали и грабили средь бела дня. Дарима считал, что это произошло из-за алчности и коррумпированности чиновников. Сначала он обвинил и сместил их, а затем представил план по поимке разбойников. Двор одобрил и принял его план. Немедленно направил войска, которые захватили их, и Шаньдун обрел покой. Дарима был назначен Люши, начальник гарнизона региона Дадулу. Император устроил пир для сановников в павильоне Янчунь и специально пожаловал Дариме белого сокола в знак его честности и неподкупности. Император как-то приказал Дариме отремонтировать зал 7 звезд. До этого при ремонте обязательно использовали украшения из красного и зеленого лака, золота и серебра. Дарима стремился к природе и приказал художникам изобразить на стенах горы, леса и пейзажи. Молодые люди из его окружения были не согласны с этим. Осенью того же года император вернулся из Шанду. Он вошел, осмотрел зал и очень обрадовался. Погладив рукой стену, он вздохнул и сказал: «У Даримы есть сердце». Пожаловал ему 50 лянов серебра и полный комплект парадных парчевых одежд. В 6-й год эры Чжэньчжи 1346 год он был повышен до Ючен Синшен, канцлер провинции Хэнань. Затем переведен на должность Чэньчжи, главного академика Академии Ханьлинь. В 7-й год эры Чжэньчжи 1347 год он был переведен на должность Чжучнена, губернатора провинции Шинси. В то время ему был 69 лет. После выхода в отставку его призвали для обсуждения вопроса о назначении на должность Чжуншу Пинчжэнши, министру-правитель. Он отклонил предложение, но получил полное пожизненное жалование, как почетное содержание за заслуги.